В Республиканском театре оперы и балета готовятся к предстоящей всероссийской премьере. На этот раз труппа готовит балет «Крик» по роману Александра Зиновьева. Сегодня мы заглянули на репетицию к артистам, чтобы узнать, что таит занавес. Мировая премьера балета «Крик» состоялась в 2014 году в Одессе. Постановка шла до декабря 2021. При поддержке президентского гранта культурных инициатив в этом году балет решили представить в России. Основой сюжета стал роман «Идина Голгофа» писателя и философа Александра Зиновьева. Премьеру приурочили к столетию великого русского мыслителя. Когда возник вопрос, где мы делаем постановку, то, конечно же, я сказал, что мы делаем ее в Сыктывкаре, в республике Коми. Меня часто спрашивают, почему? Во-первых, потому что это моя родина, это мой родной город, это моя родная республика. И именно здесь я являюсь сегодня главным балетмейстером. И у меня есть свой коллектив, скажем так, балета, да, за который я отвечаю. И моя задача развивать культуру республики Коми, именно здесь пропагандировать наш театр, наш балет. Для премьеры Андрей Меркурьев пригласил солистов музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко, Евгения Жукова и Александра Селезнева. Чтобы поучаствовать в репетициях с коллективом и лучше подготовиться к выступлению, столичные артисты неоднократно приезжали в Сыктывкар. Я здесь уже не первый раз, но в этот момент мне удалось побывать здесь побольше. До этого я приезжал на 4 дня сейчас, репетировал этот спектакль. И ребята очень настоящие профессионалы на самом деле. Мне удалось посмотреть из-за кулис, как они работают. Это очень ценно, и им прям уважение за это. Балет «Крик» – это история о поиске самого себя. Это размышление о пути человека в непростую эпоху, когда нужно сохранить в себе личность и быть духовно живым. На протяжении всей истории главный герой сталкивается и борется с самим собой. На сцене при этом практически нет декораций. Все построено на хореографии. Я считаю, что это очень такой глубоко философский балет. И я надеюсь, что каждый зритель для себя, может быть, проведет какой-то самоанализ. И это новая стилистика. Для нашего театра у нас еще такого не было. По словам премьера Академического театра оперы и балета Романа Миронова, герои «Крика» – нетипичные образы для балетной истории. Они не вышли из сказки, наоборот, это люди, что живут среди нас. В постановке 4 главных героя – рассказчик, безымянный персонаж он, его противоположность антипод и муза и возлюбленная главного героя – богиня. Образ сам по себе не какой-то там принцесса, да, там в «Лебедином озере» или там граф Альберт, Жизели. А здесь немножечко другое, он более такой человечный, более естественный. То есть просто ты человек, который рассказывает какую-то свою историю, через которую ты прошел в жизни. Она очень разная, эта девушка. Сначала она лирическая, дальше происходит у нее как таковое взросление. Она уже более дерзкая, напористая, заигрывает со всеми. Потом она становится более, так скажем, грязной, уязвимой. Двухактный балет, поставленный по мотивам романа «Идина Голгофу» Александра Зиновьева, стал первой хореографической инсценировкой творчества русского философа. Теперь, после первых показов в Сыктывкаре, «Крик» отправится на гастроли в Москву, Кострому и другие города. Софья Мальцева, Александр Кочкин, Олег Хохлов, Учебное телевидение СГУ.